Испытано на себе. Друзья, ну что, у нас по прибытию в Усть-Кут скрылись пара проблем. Вездеходы, причем оба у нас немного пострадали. Ну, сразу, конечно, можно сказать, что у них был пробег около 2000 километров по Байкалу. Они устанавливали рекорд России. И несмотря на то, что предварительная проверка, то есть техобслуживание было проведено, но так как мосты вот эти являются достаточно беспроблемными, то их даже как бы особо и не смотрели, что касается полуосей. Вот, ну и достаточно жесткий зимник, моменты, когда мы провалились в проталину, и достаточно серьезная дорога в плане ударных нагрузок и большой вес в кузове привело к тому, что две полуоси у нас сейчас пострадавшие, их нужно заменить. Ну и, соответственно, вот у нас Усть-Кут. Здесь мы стараемся найти запчасти. И сейчас, так как у второго вездехода нашего при движении очень сильно нагревается полуось, там, где находится подшипник, то мы вот так вот, еще не въехав в город, расположились здесь на площадке. У нас готовится ужин, тоже такой спонтанный, потому что здесь рядом нет кафе. В общем, все так достаточно автономно. Мы так с такой надеждой ждали Усть-Кут, чтобы немного передохнуть, но вышло как вышло, как говорится. Но мы не унываем. Сейчас приедут ребята с города, они выехали на такси, и думаю, что проблемы мы эти тоже решим. Все как? Караоке как? Здравствуйте. Здравствуйте. А подумал, думаю, добрые дела тоже делать надо. Выдвигаемся из Усть-Кута после заправки. Заправили канистры. Впереди у нас долгий путь. Мы выясняли насчет пути по реке Лена, вплоть до Ленска. Если быть точнее, то с Усть-Кута до Витима. Нам сообщили, что дороги там нет. То есть дорога идет где-то примерно на половину, либо на 2/3. Поэтому было принято решение пойти по зимнику Вилюй. То есть мы, грубо говоря, сейчас пойдем на север и затем уже состыкуемся с трассой Мирный-Ленск. Финальной точкой нашего маршрута на этом этапе является сам город Ленск. По расстоянию это примерно 1200 километров. Ну, не будем загадывать, будем ехать. Ну и, конечно, рассказывать все вам. Мы сейчас Верхнемарково, отсюда начинается зимник, Вилюй, и мы едем до Ленска, включили карты, 1050 километров нам двигаться до нашей точки этого этапа. В общем, выезжаем. Поехали? Поехали. Место штурмана. Да? А вы бы этот багажник закрыли? А мы? Спасибо.
Так, ну что, друзья, у нас ночевка была здесь. Приехали по темну. Было очень скользко. Вот даже сейчас видно, это сплошной лед. Вот, и сегодня я не снимал, но переночевал в Кунге прямо на стопке матрасов. Потом будет время, покажу, где спал. Миша утром встал, пообщался с водителем, с дальнобойщиком, который ему рассказал, что со стороны Мирного огромные пробки. То есть вчера этот водитель проехал меньше 100 километров за день. Около каждого подъема стоят фуры. И там даже не двухполосная, в общем, дорога, а одна полоса, одна колея. Вот, поэтому сегодня, я думаю, будет очень насыщенный день, очень непредсказуемый. Вот, спускаем колеса и двигаемся дальше. События этого и следующего дня хотелось бы немного художественно приукрасить, поэтому далее повествование пойдет в стиле Discovery Channel. И прошу не принимать все близко к сердцу. Под закрытие автозимника трафик грузовых машин зашкаливает. Все это усугубило рекордно высокая температура воздуха – плюс 10 градусов. Вся трасса превратилась в сплошной каток. Сотни дальнобойщиков уже третий день ждали на стоянках похолодания, а остальные рисковали и стояли в километровых пробках. Нашей же команде нужно было во что бы то ни стало успеть пройти эти сотни километров ледяного плена. В попытке помочь застрявшему тралу наш головной вездеход сам оказался в снежной ловушке. Под слоем безобидного снега скрывалась 3-метровая траншея. Не помогли шины низкого давления. Весь запас топлива, который вез вездеход, предательски тянул его к центру земли. Еще рулем. Стой! Опасно здесь компонуй. Эта штука есть у меня, да, Сергей? Сергей уже сутки ждал помощь на трассе. Лопата была у него под рукой, и он без раздумий вызвался нам помочь. Лопаты есть у нас, ну. Да, лопаты-то тоже есть. Классно, не такие, как у нас. У Сереги опыта видали сколько? Видел, сколько прокопал он лопатой одной. Угол лебедки был не особо подходящим, поэтому мы перегнали второй вездеход. Все, сейчас лайки попрут. Подписки, комменты, да? Лишь бы не дизлайки. Не, стоп, вывешивается. И в этот раз нам не удалось выставить нужный угол, поэтому решили перекинуть трос выше, на рядом стоящее дерево. Но и эта идея оказалась нерабочей. Стоп! Она щелкнула. Я вам говорю, что оно не такое, как вы думаете. Оно такое. Все-таки уровень мастерства всех присутствующих позволил сделать разгонную площадку для вездехода, и через несколько движений он выбрался из снежного плена самостоятельно. Давай еще.
О, уже, блядь, теперь уезжай сразу, и он выпрыгнет. Хорош. Что, шапки-то мы заработали? Ну, ответственно уже. 3. На, Серега, это тебе. Рыжий. Денег, правда. Давай, подари ему. Байкал. Шапку выбили. Спасибо. Да нет, вообще. Что, есть у вас? Дай шапку какую-нибудь возьми. А у меня есть, у меня есть. Есть, вода, ничего. Да у нас все есть. Мы же едем на неделю, а берем продуктов на месяц. А на зимник на Витим, если выходить, есть дорога? Через пост выйти. Через пост не пустят. Не пустят вас там. Там пропусков не пускают, не того. А раньше не было, да? Это сейчас недавно? Сейчас давно сделать чем, да? Мы поблагодарили дальнобойщиков, вручили им байкальский мед к чаю и двинулись дальше в путь. Тогда я и не подозревал, что скоро плюсовая температура опустится до минус 43 градусов. Но теплый день продолжался и нес для нас свои особые сюрпризы. Начались многокилометровые пробки. Пользуясь маневренностью и небольшим размером вездеходов, мы начали их обходить. Первый вездеход шел на заводских шинах Трикол и уверенно чувствовал себя на скользкой поверхности. Нам же на кразовских ободрышах было очень некомфортно. Вездеход стаскивало и приходилось постоянно ловить его, чтобы удержать в скользкой колее. Все шло довольно неплохо, но до определенного момента. Давай я буду так держать, толкать. А ты отходи, если что, я в сторону. Хоть кричи, только громко, ладно? Давай, давай. Кто там упирается или что? Нормально? Стой! Откатиться назад не представлялось возможным. Вездеход стаскивало на фуру. У нас было мало времени до того момента, как водитель поменяет подушки и тронется с места. Было принято решение оттянуть лебедкой зад вездехода и отсоединиться от фуры. Хватит? Ну вот сюда хватит вроде. Дай-ка чуть-чуть. Первый вездеход обошел всю колонну и ждал нас впереди. Вариантов вернуться на помощь у них не было. Но и у них были проблемы. Закончилась питьевая вода. Поэтому они разбивали и ели лед из замерзших бутылок. Так они нам, по крайней мере, сказали. Во! А? Это что такое? Что там? Надо рулем чуть-чуть помогать. Зачем? У меня морда идет сразу. Так ты сейчас будешь, у тебя морда повернется. Так, мы сейчас хотим немного
заднюю часть сюда подвинуть, ну, зафиксировать. Разворачивать морду, да? Ну я тебе говорю, тебе надо чуть рулем дать. Жик. Влево немножко. Влево попробуй, это-то никуда не денется, она уже зажата. А то попробуй, как на растяг. Чуть-чуть совсем. Во-во. Давай, давай. Хорошо. Нормально, да? Ну все. Сейчас у нас задней лебедкой. Лебедку перенесли назад, прицепили за дерево, то есть зафиксировали заднюю часть, чтобы она не скатилась. И впереди поставили чурку, уперли в колеса. Сейчас закончит ставить подушки на эту машину и немного потихоньку водитель сдаст вперед. Соответственно, мы освободимся. Все, я держу здесь. Сейчас. Ну я вижу. Потихоньку только. Хорош! 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 Стой! Все! Все, хватит. Все, машину чуть оттащили. Саня, прием. Слушай. Лебедку не неси, мы, короче, оттянули ее. И чё? Ну все, сейчас машина сдаст вперед и все. Принято. Да, давай сидите там, если что, позвоним. Сейчас еще минутка. Там как раз вода разогреется. Сейчас что, они подушку поменяют, да, и все? Да, но они сейчас подушку поменяют. Получается, эти стоят, ждут. Смысл, говорит, нам идти наверх, говорит, когда этот стоит, подушку меняет. Он меняет подушку, ну, ребята, вот. И они все потом сразу наверх идут, ну, и мы сразу пойдем. А нам быстро. Тогда топор собираем, все, да? Ну, в принципе, да, я думаю, что они минут за 30 управятся. Ну, там, как пойдет, загадывать не будут. Ребят там тоже что-то не откручивается. Но они сняли уже, ставят. Подушки поставили. Сейчас, как только машина тронется, нужно быстро отцепить лебедку и ехать. Не! Задом сдай! Ты если сюда проедешь, она ослабнет. Назад езжай. Да, во-во-во. Все, стоп. Не мотай. Она... Накинь мне вот в кузов. Открывай на. Все, да? Все. Нормально. Друзья, мы в пути сегодня 7 часов, прошли за это время 82 километра. Ну, в целом,
Это мы идем с той стороны. Сейчас вот в этой пробке поговорили с одним дальнобойщиком. Он сказал, что с 5 утра, да? С 6 утра прошел 30 километров с той стороны. То есть это еще цветочки. Там, в принципе, везде из-за того, что погода плюсовая, идет снег, вся дорога превращается в каток, и везде на всех подъемах стоят заторы. Но мы потихоньку двигаемся. Вот, ну, вот такие вот пока новости с Зимника Вилюй. Наш первый вездеход удачно прошел между автомобилями на триколовских колесах. И в целом сейчас ждет нас где-то там. Но пока по рации невозможно с ними связаться. С одним грузовиком расходимся и едем. Все, погнали. Рассосалась пробка. Друзья, на Зимнике Вилюй сейчас начинается череда пикетов. Находятся они на расстоянии примерно как и станции ямщиков, где-то около 28 километров. А сейчас мы находимся на пикете на бочках. Известен он тем, что... Ух ты! Так, что здесь вот такие бочки 3. И тут ловит телефон. И сейчас погодная обстановка очень плохая, как вы видели по нашей дороге. Идет снег, тепло, вся трасса во льду. И такое большое количество дальнобойщиков сейчас ждут здесь, на этом пикете, ну и, впрочем, на многих других. На этом пикете ребята, по словам, стоят уже 2 дня. Так, ну а я сейчас попробую поймать связь. Я думаю, что у деревяшки тут лучше получится, а у этого телефона шансов мало. Тут тропинка, короче, и флаг. Видимо, здесь. Надо учитывать, что сейчас еще пасмурная погода. Идет снег, скорее всего, на это тоже очень влияет сильно. Связь, скорее всего, где-то далеко находится сотовая вышка. Нет сети. Ну что, тем не менее, у нас, впрочем, как и у всех, кто отправляется в дальний путь, есть спутниковая связь. Мы в любом случае оповещаем своих родных. Ну, еще раз, вот, давайте посмотрим на эту красоту. Сейчас я спустился с бочек, идет снег. Да, вот, но опытный дальнобойщик, водитель, которому увидел, как я там записываю видео, подумал, что я разговариваю, говорит, связь есть, я говорю, нету. Он говорит, ну да, ее нету, когда тепло. То есть сейчас тепло и как бы нету связи. Вот, ну а сейчас, смотря вот на все, что происходит здесь вокруг, да, то есть утром это была грязь, слякоть и так далее. Сейчас идет вообще все белым-бело, ну а мы с Михаилом сидим все измазанные, вот так вот. Вот такой вот был день у нас продуктивный, так что все очень необычно, очень насыщенно. Но, конечно, для дальнобойщиков, которые курсируют здесь ежедневно, это просто работа.
Пропустив колонну автомобилей, которые вырвались из затора, мы двинулись дальше, но вновь уткнулись в другой затор. В этот раз у тягача развалился редуктор, и машина стояла обездвиженной. Его утаскивать надо чем-то. Чем его тащить? Этот не берет, сам не едет. Да. Слушай, а это может вездеходом как? Как? Не, вот А ему просто я сейчас и стою, пусть под горку там покатится. здесь там заводил. Если помочь ему так, подтолкнуть. Ну, пойдет. Теперь, в этот поздний час, все зависело от нашей команды. Обездвиженную фуру предстояло протащить назад около полукилометра и поставить в карман. Вездеход начал объезжать фуры и, почти касаясь их флагштоками, встал позади. На фаркоп накинули железный трос, и все замерли с одним вопросом: сможет ли вездеход сдвинуть с места груженный тягач? Да смотри, дружище, сейчас мимо них поедем. Куда-то метров 300-500, наверное, будет развилка. Но вот ты меня в правую карман затаскивай. Все. Ну давай, садись. Если пойдет еще. Если пойдет. Испытано на себе. Есть связь. На фаркоп накинули железный трос, и все замерли с одним вопросом: сможет ли вездеход сдвинуть с места груженный тягач? Взяв рации, все встали на свои места, и движение пошло. Поставить голову, дорога будет. Температура тела 80. А Миша красавчик, объехал МАЗа. От нас тут, наверное, уже ничего не зависит. В общем, ситуация такая: Мерседес стягивали, его выкинуло из колеи и немного стал поперек дороги. В общем, сейчас будут еще перетаскивать его на другую сторону. Значит, вывод сегодняшнего дня и ночи. Вот такая вот подобная елочка с центральной ребордой идет по льду, вот по такой колее, да, вот. Очень плохо, то есть ее выкидывает постоянно. Тот же трекол, шинный трекол, допустим, 1300 на 600, она идет гораздо лучше. Ну, за счет мягкости и за счет большой площади соприкосновения с поверхностью. Вот таким образом на зимнике рассасываются пробки, то есть убрали препятствия, и все машины сейчас будут проходить, подниматься вверх. Руль налево поворачивайте. Не хочет? В этот сел. Ну. Но он-то вылезет. Главное, чтобы не стянуло его. Молодец, молодец. Фару включим? Включаем? Давай.
Звоним, да? Можно проехать сейчас? Пытаемся. Сейчас. Еще право возьми. Зад. Зад вышел, да? Оба колеса, да? Вправо не, влево не рули. Сейчас тебя сорвет. Вообще потихо, 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 тихо, тихо вообще. Вообще просто топчи. И не тормози. Не тормози, не тормози. Все, просто катится. Так, правее чуть-чуть. Правее вели, правее. Не газуй. Я как поеду без газа? Не, поедет, поедет. Он же сам идет. Все, вышли. Мы здесь внизу тоже все вроде. Че, внизу тоже машины? Да, тут мы. Ты считай, сколько будет. Нас увидите. Недолго мы ехали по трассе, наслаждаясь дождем. Следующим событием была фура, которая сошла с дороги в самой низине. То есть по краям дороги стоят вешки, за которыми либо рыхлый снег, либо вода, либо все это вместе взятое. Единственной возможностью быстро проехать этот участок – пройти по самому краю дороги, с постоянной опасностью также свалиться, как и фура, только в противоположную сторону. У меня уже закончилась тревожная музыка, так что в этот раз обойдемся без нее. Давай, давай. Стой! Все? Все. Красавчик. Так, что теперь? Вызывай, но... Даня, так же давай сделаем. А там рация есть? Есть, есть. Прием. Подтверждение своих слов, как видите, сейчас просто зима. Просто два вездехода, и мы на зимнике. Вилюй. Идем уже, я не знаю, который час. Не знаю, сколько машин, сколько фур мы видели. Но что-то подсказывает, что это еще только даже, по-моему, не половина. В общем, будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Куда они ушли? Вы куда повернули? Направо. Что тут? Там же заправка стоит. А, нет. Где заправка? А, не, пустил. Давай сюда прям. Давай. А, это кедровый.
Друзья, наш очередной день нашего путешествия подошел к концу. Завершается он, конечно же, сном. Но из-за некоторых форс-мажоров, особенно из-за дорожной ситуации, которую вы сегодня наблюдали, у нас остается очень-очень мало времени. То есть мы вынуждены делать большие пробеги, то есть тратить больше времени на дорогу. И поэтому практически, так как мы планировали ночевать вот в этих кунгах, они оборудованы отопителем, ну и, соответственно, здесь можно было и готовить еду, в принципе, спать, потому что кунг рассчитан на низкие температуры. Вот. Но, тем не менее, как показывает практика, очень много времени тратится на то, чтобы все вещи вытащить из кунга и лечь спать. Вот. Поэтому первую ночь, впрочем, как и все, мы спим практически по несколько часов, спим в кабинах, но так получилось, что мне досталось кресло, которое не раскладывается. Вот. Поэтому первую ночь я очень некомфортно спал, то есть сложно спать в сидячем положении. Вот. И поэтому на вторую ночь я загляделся на кунг и, в принципе, переночевал вчера. Но вчера была ночь чуть потеплее, поэтому я даже не включал отопитель, просто уснул в спальнике. Но сегодня решил испытать на себе, в принципе, все прелести цивилизации. И сейчас отопитель работает. Я, соответственно, даже мне кажется, что слишком тепло оделся для этого. Каждый кунг оснащен такими вот матрасами теплыми. То есть они кладутся на скамейки и, соответственно, являются также еще и спинками. Вот. Но они сложены здесь все 8, если я не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4. Да, 8 штук. И я прямо лежу как на перинах. Пощелкивает немного отопитель, но он не напрягает. Вот. Но он напрягает немного большое количество вещей, которые находятся здесь. В том числе и пару пустых канистр бензина. Вот. Но, тем не менее, что не сделаешь ради комфорта. Это, я думаю, что уже буквально через несколько минут я буду спать крепким сном. Доброе утро. Очередной день. Зимний причем. Поспал с комфортом, но мне кажется, что, по-моему, был неполный бак. И под утро я спал с открытым окном. Под утро бензин кончился. И стало немножко попрохладнее. Но в целом нормально. То есть двойной слой делает свое дело. Мы продолжаем. Наледи, снова пробки и снова наледи, лютый мороз, прибытие в Ленский район и возвращение на Ямщицкий почтовый тракт Иркутск-Якутск. Все это смотрите уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе».